Масштабная модернизация раз и навсегда должна закрыть вопросы с обеспечением водоснабжения. Старт строительству дали в начале этого года. На первом этапе реализации крупного проекта планируют построить дополнительные 10 артезианских скважин. Они позволят подавать 2400 кубометров воды в сутки. Рабочие трудятся строго по графику, чтобы уложиться в сроки. Скважины, хаяха, и они и скважин, хаяха, ханц очистится здесь. Сейчас обвязка идет. Турбаж, обвязка, да, баргушан, баргуш, могу 600, тахлакир, атихаж бригадиол, хал резервуарыштар, атихаж, уже вот этот турбаж, щель обвязки, сбоку здесь, бог турбаж, очулух, когда гыр. А скважина, что аж тихо, кича, харух, тихо. Станок, лахта, жахал, от прочистки, я воду получили, хорошая чистая вода до 200-250 метров пробужденной скважины. На модернизацию Альтиевского водозабора выделено 426 миллионов рублей. Это только на первом этапе. Во втором планируется выделить порядка 200 миллионов. И все это в рамках федерального проекта «Чистая вода». Проверить, на каком этапе работы, приехал и градоначальник. Урусхан Евлоев оценил качество и отметил значимость этого объекта. Это на самом деле одна из таких острейших проблем, которая стояла в городе, я не побоюсь сказать, и в республике. Вот то внимание, которое водоснабжение оказывает глава республики, удалось через нацпроекты «Чистая вода» войти в этот нацпроект. И вот мы сейчас, как видим, здесь идут масштабные работы по модернизации вот этого нашего водозабора. Альтиевский водозабор построили в 60-х годах. Изначально он не был рассчитан на такое большое количество потребителей. Всего здесь 8 старых скважин, из которых работают только 4. Сейчас водозабор подпитывает Альтиевский, Гамурзиевский, Насыркорский административные округа и часть Назрани. После модернизации скважин станет 14. Каждая скважина по 120 кубов в час еле здесь. А стурб очулж млахти, йохтурб 600 труба на резервуаре выводят. Трун как эксплуатационщики, трун чуа халдар халканер турбажа ачехка 325 и 250, когда население язык эзгиолыш цухан ачехка. А ханца 600 турб ачилац резервуары что хи халтылыш. Здесь должен, он как эксплуатационщик, он что здесь наха паратоес, наха хи дадал, да кочи здесь. Что самое главное, модернизация Альтиевского водозабора позволит закрыть вопрос нехватки питьевой воды жителей Плиева. После строительства новых скважин водозабор начнет полностью питать Барсуки, а вода, которая поступала в селение до этого, будет перенаправлена в Плиево. Поэтому стоит немного набраться терпения до окончания работ. Подача воды водозабор насосы, что схи подать наха. Узы тоже, да, церхи, если скважины, при скважине марцехал, эти 8 каптажей, из них там работал 5 каптажей, воксахи, 20 каптажей, родник был занки, а баргуш дохкуш. Поэтому необходимо было пробурить скважины глубже и получить чистую воду. В последнее время участились и жалобы от жителей Назрани за каналом. Воды нет. Мэр города прокомментировал эту ситуацию. Все жалуются, что нет воды, но у нас практически вот те домовладения, там огромное количество, они не оформлены. И я смогу вас заверить, Ингушводоканал не будет принимать жалобы или какие-то претензии, если домовладения не будут оформлены. Поэтому у меня просьба к жителям вовремя оформить свои дома и заключить договора на водоснабжение с ресурсоснабжающими организациями. Тем временем в Ингуш-регион-водоканале обещают, что после запуска водозабора на полную мощность проблем с обеспечением водой больше не возникнет. Но за потребляемый ресурс платить придется. Первый этап модернизации по срокам планируют завершить в конце следующего года. Второй этап до окончания 24-го. К слову, проблему с питьевой водой поэтапно решают и в Малгобекском районе. Из-за ее острой нехватки испытывали трудности жители Акиюрта. Однако теперь это останется в прошлом. Там построили 2 резервуара мощностью 100 кубов и новую насосную станцию по той же федеральной программе «Чистая вода». Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.